Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее интересные и глубокие темы и беседуем с людьми, которые в чем-либо глубоко разбираются. То есть не просто там, знаете, для красного словца что-то прокомментировать, сказать и так далее. Люди, которые занимаются чем-то системно в своей отрасли. Это мои, в общем, любимые гости, потому что я сам узнаю что-то новое. И надеюсь, вы тоже сегодня узнаете что-то новое от Александра Курбана из Центра протидії інформаційним агрессии, который называется AM and PM. Against Manipulation and Propaganda Messages. Ага, я понял. Но я бы сказал, что это то, в общем, чем и я занимаюсь всю свою последние годы жизни. Надеюсь, не последние еще пока, но последние несколько лет своей жизни. Я хочу, чтобы вы рассказали нашим зрителям, которые на самом деле люди политически грамотные, конечно, но любым людям могут пытаться задурить мозги. Какие этих, во-первых, чем вас центр занимается конкретно, а потом подробно, как вот вы считаете нужным донести до нормального зрителя, но не специалиста, как отличать одно от другого, как жить в этом мире, где твои мозги постоянно пытаются захватить. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что мы живем сейчас в таком мире, который находится в состоянии непрерывной войны. И говорить мы должны не про киберугрозы, не только про кибервойну, про информационную войну, а про гибридную войну, про гибридный мир, про гибридные конфликты. И вот все это есть составляющая современных гибридных войн. Собственно, мы живем в состоянии гибридной войны с разными странами, я хочу отметить, причем не только с Россией, потому что конфликты разного рода, они происходят, даже сами того мы можем не подозревать, что они происходят. Вот. Ну, самый большой конфликт у нас, само собой, с Россией. Тем более он сопровождается вооруженным конфликтом. Да. То есть многосторонний. И вот как бы мы в этом конфликте живем, ну вот буквально с момента получения независимости с 91 года. Поэтому мы все либо комбатанты этого процесса, либо активные участники, либо пассивные участники и так далее. Поэтому вот главный посыл, который я хотел бы прежде всего, и я всегда обращаю его, когда выступаю в СМИ, когда провожу тренинги. Люди, мы живем в состоянии войны. Помните об этом. Не расслабляйтесь. То есть. Да, каждое наше слово, каждое слово, которое к вам в уши заходит, его нужно фильтровать, его нужно проверять, его нужно вдумываться, особенно если это слово вызывает у вас сильные эмоции, потому что вот если человека развели на эмоции, это уже часть победы атаки, пропагандистов. Да, это уже атака, это значит атака. И вот как раз вот всеми этими вопросами, прежде всего это медиаграмотности, формирование критического мышления, информационной стойкости занимается наш проект. Наш проект «Центр противодействия информационным агрессиям AMPM, Against Manipulation and Propaganda Messenger», он немножечко такой экспериментальный. Он создан на базе военного института Киевского университета Тараса Шевченко. И в состав этой группы входят курсанты, офицеры и преподаватели этого института. Фактически уже вот с осени прошлого года мы работаем в этом направлении. Мы, собственно говоря, у нас практически все направления деятельности есть. Мы производим контент сами, делаем ролики, делаем мемы, пишем статьи, делаем аналитику. Вот мы регулярно, еженедельно мониторим информационное пространство Украины в плане проникновения сюда деструктивных нарративов, российских месседжей. И каждую неделю выдаем вот такую вот аналитику. Невероятно интересно. Жалко, что у вас нет своей каком-то на главном канале программы, такой антидот какой-то, да, вот чтобы все, потому что я же понимаю, что какие бы вы талантливые не были и опытные люди, да, против вас, против нас воюет такая машина, ну да. Это просто, это миллиарды долларов, это, причем это вот даже в интернете, казалось бы, вот интернет, свободное пространство, я забил одно и то же слово по-украински и по-русски. В Украине находясь. То есть географически геотек мой Украина. Но я набиваю на украинском языке. Мне совсем одни ссылки идут на украинские более-менее нормальные СМИ. И я набиваю по-русски, и тот же Google, я даже не про Яндекс говорю, у тебя все вручную это манипулируется. И мне выдают первые 10 ссылок из 10 один украинский источник, остальные русские. Вот хотя бы такая манипуляция.
Ну, вы знаете, тут вопрос связан, с одной стороны, с технологиями SEO, Search Engine Optimization, то есть рекламу проплачивают, контекстную рекламу проплачивает или формирует соответствующим образом месседжи, чтобы они в поисковом оптимизаторе выдавались там в определенной последовательности или определенной территории. Это все регулируется с помощью соответствующих современных технологий. То есть ничего случайного мы тут не видим. Абсолютно, абсолютно. Мы не просто, мы знаем, как эти технологии работают. Мы рассказываем об этом постоянно. В том числе для противодействия российской информационной агрессии мы сами используем эти технологии. Мы обучаем этим технологиям людей, как распознавать, как бороться. Вот где у нас есть возможность рупор, мы выступаем на телевидении, мы выступаем в разных тематических программах, мы выступаем в интернет-изданиях. У нас есть свои каналы коммуникации. Вот с помощью нашего проекта мы можем охватить порядка 20 миллионов пользователей. Знаете, Александр, я вот что хочу в данном случае. Я свое журналистское эго убираю вообще отсюда, и телеведущего. Вот я хочу прослушать от вас вместе с зрителями телеканала АТР, прослушать определенную такую прикладную лекцию. Вы можете это сделать? Конечно, конечно. Пожалуйста. Вот чтобы люди после нашего эфира встали от телевизора и сказали, ну, я много чего понял, вот, но этого не знал, это полезно. Прежде всего, для того, чтобы, скажем так, озадачиться этим вопросом и защитить себя, нужно поднять, насколько велика опасность. Мы все знаем, для того, чтобы выздороветь, прежде всего надо осознать свою проблему и принять это. Так вот, чтобы люди понимали, с чем они имеют дело, а имеем мы дело серьезно с очень серьезной большой проблемой. Сегодня Россия мобилизовала, и вот последние лет там 6-7, в составе информационной армии России действует более 5000 профессиональных блогеров, так называемых троллей. Каждый тролль, вот просто математику даю, каждый тролль может вести одновременно от 30 до 50 аккаунтов. Каждый аккаунт это где-то, ну вот фейковый аккаунт, где-то от 300 до 500 до 1000 контактов. Значит, в целом, значит, эта армия троллей может создать порядка 150-200 тысяч фейковых аккаунтов, и вот эта вся армия может охватить от 75 до 125 миллионов контактов. То есть, что это означает? Украина полностью ухается в этот провал, и каждый четвертый житель Европы может быть атакован армией российских троллей. Ну, вот, собственно, почему им удается проигрывать все реальные войны, но выигрывать практически все информационные войны, которые мы видели со стороны России последнее время. Далее, в качестве математики, Россия на реальную армию сегодня тратит порядка до 50 миллиардов долларов в год, на информационную войну от 3 до 5 миллиардов долларов. И мы видим, что результат информационной войны на порядок больше дает эффект для России, нежели... Причем я такую ремарку сделаю. Если на реальную армию они в 10 раз больше тратят, но там есть танки, там дорогостоящее оружие, там содержание, все очень дорого, то в принципе, если вот так убрать все, вот эквипмент весь, оборудование, да, то выяснится, что они даже, может быть, и больше тратят на информационную войну. Безусловно. Дело в том, что мы сейчас говорим о расходах, которые идут из госбюджета, а есть же еще частные компании. Допустим, большую часть, скажем так, затрат на фабрику троллей Пригожин, на свою Ольгинку, он тратит из своего кармана. Очень много частных армий в России создается. Вот эти 5000, это же не только государственная структура, это ФСБ, это армия. Они не то что частные, они формально неподконтрольные, гибридные. На самом деле это все в этом спруте. И руководство у них одно. Но под видом, я такую ремарку сделал, они типа частные. На самом деле, кому Путин скажет финансировать, тот и будет финансировать. 100%. Вот в этом и сила сегодня, скажем так, нашего противника со стороны России. Они могут очень быстро, централизованно по команде сверху мобилизовать ресурсы. У нас таких ресурсов, чтобы бороться с ними вот так face-to-face, как говорят, нет. То есть мы не сможем создать... Так и на Западе нет, Александр, и на Западе к сожалению. Нет, абсолютно нет. Так это и не нужно. Дело в том, что в контексте современных гибридных технологий есть такое понятие, как асимметричная война. То есть она предполагает, что с противником нужно бороться и бить его по тем местам, которые у него не защищены, слабые. Там, где он не ожидает удара. То есть россияне против нас борются количеством. Мы можем бороться качеством, качественным контентом, качественным продуктом, технологиями новыми. Они вручную, их тролли работают, а мы можем использовать онлайн-сервисы, которых очень много сейчас. То есть на самом деле у нас
скажем так, есть оружие, есть возможности, ну просто не умеем мы пока это дело использовать. Но вот, опять же, возвращаясь к той теме, которую вы задали, к той задаче, которую вы мне поставили, то есть прежде всего мы должны осознать, что перед нами стоит очень серьезная угроза. Она стоит и перед нами, она стоит перед европейцами, перед американцами, перед всеми, кто является жертвой информационной агрессии со стороны России. Кстати, Россия не единственный вот такой вот агрессор информационный. Если мы возьмем топ-5 современных вот таких информационных агрессоров, которые работают и в гуманитарных информационных атаках, и в кибератаках, это Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Абсолютно согласен. Просто почему мы уязвимы перед Россией? Потому что мова. Мова и не только мова. Дело в том, что, скажем так, вот в соответствии с гибридными технологиями россияне бьют по слабым, по незащищенным местам, там, где не ожидаешь обычно удар. Ну вот, допустим, скажем так, понятно, что в плане экономики, в плане военной силы и так далее Россия не может тягаться с Америкой. Но организовав кибератаку, DDoS-атаку, какие-то вот такие вот вещи, она спокойно может завалить объекты критической инфраструктуры в Соединенных Штатах Америки. Ну, ломать не строить. Да, абсолютно спокойно. Вот буквально там пару месяцев назад они трубопровод атаковали в Соединенных Штатах, а вот на днях опять была большая мощная так они Пентагон атаковали, и все это не прекращается абсолютно вообще. Верно. И таким образом атакуют, разрушают, воруют деньги. Причем вот самое интересное, что я не зря назвал КНДР, Корею, Северная Корея. Северная Корея в числе наибольших стран, которые, скажем так, используют вот таким вот образом вот эти все хакерские вещи, потому что они на этом зарабатывают, потому что они вкладывают там последние ресурсы, отбирают у голодающих, вкладывают в эти технологии, и их хакерские команды взламывают и банковские счета, скачивают деньги, и секретную информацию и так далее. То же самое можно сказать про Иран. Да, абсолютно, абсолютно. То есть Иран сейчас очень активно собирает по всему миру секреты, связанные с производством оружия массового поражения, взламывает данные. Кстати, вот буквально там пару недель назад я общался с моими коллегами из Латвии, из Латвийской трансатлантической организации, и они мне сказали, что вот среди угроз, иностранных угроз, которые сегодня они четко понимают и просчитывают в Балтийских республиках, это Россия, это Китай и Иран. Вот это вот три ровно топа. эта тройка, вот вы сейчас сказали, и кто-то вам сказал из коллег, так мне мой друг Ежи, который сам занимается защитой, он айтишник, он назвал ровно эту тройку стран, которые лезут везде. Везде. Да. Но мы все-таки вернемся, понятно, что там где-то корысть, где-то деньги, где-то шпионаж, но мы вернемся к пропаганде к русской. Да, и к конкретно пропаганде. все-таки к нашей стране, Да, к нам значит, самим. То есть, прежде всего, все четко должны понимать, что мы живем на линии фронта. Причем эта линия фронта, скажем так, война идет сейчас, третья мировая гибридная война, она такого глобального масштаба, а мы находимся на одном из ключевых участков этого фронта, этого противостояния Запада и России. А за Россией сейчас формируется практически союзнический пул Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Вот сейчас вот мы ждем встречи вот этого вот Байдена с Путиным, которая много должна прояснить, которая много должна решить, и во многом зависит, в том числе и наше будущее Украины. Но это геополитика, вернемся к актуальным вопросам. Так вот, прежде всего мы должны понимать, что мы находимся в состоянии войны. Сегодня нет человека, который может себе спокойно сказать, что я не воюю, меня это не касается, я тут где-то вот с краю, моя хата с краю, ничего не знаю. Нет таких людей априори. Если вы смотрите телевизор, если вы входите в интернет, если у вас есть мобильная связь, все, вы уже являетесь, если не участником, то мишенью этой войны. И это надо понимать. Следующий момент, на который мы всегда обращаем внимание, когда общаемся и когда проводим обучение, что сегодня нам для того, чтобы мы более-менее себя комфортно чувствовали, более-менее защищенными, у нас должно быть три составляющие, три компонента. Прежде всего, мы должны иметь критическое мышление. То есть мы не должны верить на слово. Мы не должны доверять хайпам, мы не должны доверять заголовкам. Да, заголовкам и так далее. Почему? Потому что главная цель любой информационной атаки — это развести нас
нас на эмоции, ввести нас в состояние страха, неуверенности, агрессивности. В идеале цель любой информационной такой атаки — это ввести в состояние когнитивного диссонанса, когда человек не может сам управлять решениями. Я могу привести вот просто классический пример такого состояния, когда целые территории, целые районы вводили в такое состояние. Это Крым и Донбасс в 2014 году. То есть российская пропаганда, начиная с 1991 года, готовила, работала по этим территориям. Я хорошо знаю, я из Мариуполя. Я это месседжи разрабатывали. Да, вбрасывала. Какие месседжи были? Надо защищать русский язык, потому что его сейчас вот придут бендеровцы и будут это дело запрещать. Дальше. Надо защищать русскую культуру, дружить с Россией, сливаться с ней больше, потому что опять придет Запад, Европа, придут бендеровцы, которые заставят нас... Страны НАТО. Страны НАТО, да. Следующий момент. Надо объединяться, восстанавливать Советский Союз, СНГ, ОДКБ, Ташкентский союз и так далее, потому что придет НАТО, захватит нас и заставит нас воевать за их интересы. И вот представьте себе, что 90-е годы, до начала 2000-х годов вот постоянно это население пичкали вот этими вот месседжами. И потом в 2014 году вдруг происходит то, что они не могут осознать в голове. Происходит, скажем так, смена власти, ихнего пацана отодвигают от власти. Вот, появляются какие-то бендеровцы на Майдане, которые призывают к запрету русского языка. Давайте вспомним, вот целый ряд народных депутатов вылезали на трибуну в 2014 году и говорили, что запретить русский язык, продвигаем украинскую мову, москалей долой отсюда и так далее. Население было напугано. То есть вот оно, в него закладывали вот эти вот опасности, а потом их активизировали. И в голове у людей произошло вот это вот заставило их войти в вот это состояние когнитивного диссонанса. А когда человек находится в таком состоянии, первое более-менее приемлемое рациональное решение, которое ему подсказывает, он за него хватается и начинает его реализовывать. Так вот, когда Россия таким образом запугала, довела до истерики, ну я просто это видел у своих знакомых, родственников, они мне постоянно звонили, спрашивали, что же едут поезда. Да, поезда едут и так далее. Так вот, когда российская пропаганда ввела в такое состояние населения юга и востока Украины, они начали подбрасывать им рациональные решения. А проведите референдум, отделитесь, создайте ополчение, обратитесь к России, чтобы Россия вас забрала. Ну, на самом деле они сами все это создавали. Естественно. Да, но делали вид, что типа это... Естественно. Да. И вот таким вот образом все это дело и происходит. Понимаете, еще очень важно, люди должны понимать, когда человек принимает, это чисто психологический такой механизм, когда человек принимает решение, любое решение, сделать покупку, как-то за кого-то там проголосовать, как-то отреагировать на какие-то явления, на 90% работает подсознание. И только 10% это наши обыденные рефлексы, наши знания, наш опыт и так далее. А вот русские, они же вот это підґрунтя робили, да? Они же в подсознание закладывали эти страхи, которые вот то, что вы сейчас рассказали, а и потом активизировали в нужный момент. Взрывчатку накапливали, а потом взрыватель вставили. Абсолютно верно. Это тонкие технологии, причем очень опасные. Вот мы в своей среде специалистов обсуждаем, и мы уже пришли к единому мнению, что их надо приравнивать к оружию массового поражения. Потому что эффект тот же самый. Причем даже больше эффект. Ядерное оружие, химическое оружие, оно загрязняет определенные территории на определенное время. А информационное оружие, информационная война, она инфицирует мозги медиавирусами, инфовирусами, психовирусами на поколение. Да, это же передача идет информации, опыта или мифов. Да. Абсолютно. Мы когда вот просчитывали эффект, вот даже когда закончится эта война, ну, горячая стадия, потому что война с Россией никогда у нас не закончится, как бы мы не хотели. Так вот, 4 поколения пострадало уже от этой войны. Наши родители, мы, наши дети и наши внуки будут еще отплевывать вот все те месседжи, все те нарративы. Я не говорю сейчас про Донбасс, про Крым, там еще дольше это все будет продолжаться, даже когда мы потом вернем эту территорию. То есть вот в чем опасность этой ситуации? Человек, информационные вот эти вот все месседжи, они проникают нам в голову как радиация, мы этого не замечаем. А когда уже накапливается критическая масса, тогда мы уже по-другому думаем. И нам кажется, но не нам, кажется человек, что это его мысли. Абсолютно а на самом верно. деле это такой
программирования. Вот. И тот, кто умеет работать с этими подсознанием, с этими 90% наших решений, нашей мотивации, тот практически может управлять человеком. Но это разве это... А сам человек, как он может иммунитет выработать? Вот нас смотрит сейчас зритель в Крыму, на Донбассе нас смотрят, я просто знаю, на оккупированной территории, где постоянно, начиная со школы, детского сада, долбят эту чертову ересь российскую, начиная с истории, заканчивая текущей политикой, фашист, ну, как бы, вроде бы, ну, мы все знаем, да, но и вроде как человек только сидит, ну, я же не дурак, я в это не поверю, но если каждый день повторять одно и то же, вот как, как вот в практическом смысле проводить детоксикацию себя, своих близких, детей, которые вынуждены ходить в оккупационные школы, в оккупационных этих университетах, неважно где, на работе среди вот этих вот зомбированных уже, как сохранить себя? Ну, вот мы обычно используем в таких ситуациях два приема. Есть один прием, если произошло легкая такая вот степень поражения, легкая инфекция вот этими информационными вирусами. Есть такое правило самураев, так называемое 7 вздохов. Самурай, прежде чем принять какое-то ответственное решение, он садился спокойно и делал 7 глубоких вдохов, 7 глубоких выдохов. И только после этого, ну, то есть, как мы говорим, вот вы получили какую-то опасную, страшную информацию, там, вот там россияне где-то прорвались, или еще там где-то что-то взорвалось, какое-то там облако идет на вас и так далее. Спокойно. Садитесь, спокойно дышите, потом возвращаетесь к этой информации. За вот это время, пока человек глубоко вдыхает, прогоняет кровь, прогоняет кислород, успокаивается, эмоции, скажем так, успокаиваются, и человек может более-менее принимать адекватные решения. Если не помогает, или, допустим, человек длительное время находился под влиянием вот этого вот источника информации, который зомбирует но его. там же облучают, на самом деле, этим телевизором отовсюду просто. Да. Тогда мы применяем другое правило, рекомендуем применять другое правило, он называется 48 часов. Порог критичности у человека 2 суток, 48 часов. Вот если человека отлучить от источника, вот как вы говорите, облучения информацией, и он 48 часов не будет получать информацию из этого источника, у него появится порог критичности. Он сможет самостоятельно, критически осмысливать любую информацию. А самое главное вот в информационной войне это то, чтобы та сторона, против которой действует это информационное оружие, чтобы у него было критическое мышление. Вот мы постоянно об этом говорим, что наше спасение это не армии троллей, это не ров с крокодилами на границе и так далее. Это критическое мышление и альтернативные источники информации. Это вот следующий момент, о котором я бы хотел переговорить. То есть прежде всего это не воспринимать все на веру. Не по минимуму употреблять. Это... Безусловно. Да. То есть, скажем так, вот многие люди меня очень радуют, особенно молодежь говорит, что мы не смотрим телевизор, мы практически не смотрим телевизор. Мы либо общаемся, либо там по... Но это лучше, конечно, да, чем всю эту кашу есть. Да, это очень важно. То есть вот важный момент, скажем так, вот прежде всего это критичность мышления. Если все-таки вы, скажем так, вот чувствуете, что что-то не то, вы попали вот под такое влияние, 3 простых совета. Вот мы говорим, да, золотое правило в информационной войне, прежде всего, ну, то, о чем я говорил, что успокоиться и не верить, проверять критично. Второе, проверить эту информацию не менее чем в 3 альтернативных источниках. Вы увидели это по телевизору, зайдите в интернет, проверьте по паре-тройке альтернативных интернет-каналов, каких-то там сайтов и так далее. Позвоните знакомым вашим, которые разбираются в этой теме, которые хотя бы, если не знают про эту проблему, но хотя бы могут проанализировать, понять. Да. Вот. И посмотрите в классических СМИ, там прессу поднимите или еще где-то. То есть не менее чем в 3 альтернативных источниках нужно проверить информацию. Почему в 3? Знаете, пословица: 1 раз это случайность, 2 раза это совпадение, 3 раза это система. 3 источника, это же классика вообще журналистики, да? Но есть нюанс опять в этой гибридной войне. Русские сделали так, что, казалось бы, в интернете опять все есть, но они забили объемом настолько, что вот ты любой вводишь, особенно по-русски. Ну, к сожалению, у нас большая часть запросов до сих пор русский, не английский, не украинский. А вот именно на русский запрос Google реагирует, любой поисковик, который в Украине, он реагирует доставанием русских источников, русскоязычных. И из этих источников 95%, они могут по-разному называться. Могут для виду называться, да даже вот «Дождь», какой-нибудь там «Эхо Москвы». Это же все «Газпром», это все «Медведевские», это все... То есть
иллюзия плюрализма есть, на практике это не плюрализм. Вот как украинцев, меня вот остальные не очень даже интересуют. Вот нашему жителю оккупированных территорий, не оккупированных территорий атакуют всех. Как найти, чтобы источник был релевантный, действительно независимый? Потому что у нас есть такие СМИ, вот как там страна UA, например, да, которые, понятно, о чем речь. А у нас некоторые читают, вот, я вычитал новость. Какую новость? Где ты вычитал? Абсолютно с вами согласен. Это одна из самых больших проблем. Причем для того, чтобы, опять же, понять масштабы проблемы, я вам расскажу механизм, как осуществляется проникновение кремлевских нарративов в наше информационное поле. Давайте, я сам послушаю. Значит, проанализировав, осуществляя еженедельный мониторинг вот этих вражеских нарративов, мы и анализировали, из каких источников мы это дело получаем. И мы просчитали, что алгоритм проникновения, он очень простой. Информация, которую производят российские центры спецопераций, ПСОшные, там, частные компании и так далее, они проходят 3 фильтра. Вот попадая к нам, они проходят через 3 фильтра, и попадая к нам, пройдя через эти 3 фильтра, скажем так, мы получаем информацию красивую, белую, пушистую, которой мы верим. Что это за фильтры? Значит, вот создается, допустим, какой-то фейк. Допустим, вот один из самых популярных фейков, что Америка и Запад устал от Украины, отказывается. Все нас бросили. Да, все нас бросили. Значит, создается какой-то классный, нарратив понятен, создается какой-то, ищется классный повод, классный месседж, допустим, кто-то там сказал, там, Волкер что-то сказал. Можно или процитировать, да, значит, и под этим заворачивается в этот фантик вот эта идея и вбрасывается в российские, классические российские СМИ, там, РИА Новости. Которых вроде бы мы и не видим в этот момент. Забросить. Да, то есть происходит первое отбеление, первая фильтрация. То есть это уже не просто там слова Путина или слова там какого-то там специалиста, а это слово прессы, слово Плюс СМИ. они добавляют экспертов всяких. Да, абсолютно верно. Экспертное мнение и так далее. То есть происходит первая фильтрация. Потом пророссийские, украинские СМИ, вот типа там «Страна» и так далее, берут эту информацию с ссылкой на первоисточник или даже иногда без ссылки, размещают у себя. Таким образом происходит вторая фильтрация. Легализация. В Украине уже, да. Не все ж люди понимают специфику пророссийских СМИ в Украине. Далее. Кто-то, скажем так, почитал, проверил. Третий фильтр — это уже проукраинские, украинские СМИ, которые берут... Бездумно берут, несмотря на источник иногда. Берут, несмотря на источник, размещают у себя, и тогда таким образом... В рубрике «Зрада перемога». Абсолютно верно. Человек, который доверяет проукраинским СМИ, он получает информацию. Очень часто ссылаются или не ссылаются, но это уже не важно, потому что если я прочитал, допустим, в каком-то украинском издании, то, соответственно, как бы я априори доверяю, и никто не проверяет. Вот это уже преступление журналистское и редакторское, на самом деле. Это даже не преступление, я бы сказал, это некомпетентность. Вот мы проводили исследования, насколько как бы наше население, вот мы изучали военных, мы изучали журналистов, в основном военных, потому что мы с военнослужащими в основном работали в нашем проекте. Так вот, уровень критичности больше, около 60% людей не проверяет информацию. Вот как бы они получили, они проверили, не посмотрели. А очень важно посмотреть, откуда эта информация, на что ссылается, даже проукраинская СМИ, основной сюжет, основной месседж и так далее. Где корень-то, собственно говоря? Да. Критично. Вот это уже вопрос, скажем так, медиаграмотности. То есть критичность мышления — это вот не верить, это вот сомневаться, воспринимать. Медиаграмотность — это уметь понимать, что это за сюжет, откуда он, как и так далее. И информационная стойкость — это, скажем так, вот просто понимать и быть готовым к тому, что вы находитесь под постоянной атакой. Смотри, мы же когда идем на большой рынок, к скоплению людей, мы же кладем в внутренний карман телефон, кошелек мы не вот так вот, значит, не в заднем кармане джинсов, мы же предполагаем опасности. Но это же, в принципе, то же самое. Надо просто иметь в виду, что есть люди,
а тут уж точно есть, которые хотят тебя облапошить, дурака. Абсолютно верно. И вот просто поражаюсь. Ладно, хорошо, допустим, рядовые граждане Украины, которые с такими вещами не сталкивались, но журналисты, чиновники, вот простой пример, сколько раз, буквально там месяца 3 или 4 назад была встреча, скажем так, в формате нормандской четверки, онлайн-встреча была, представители Украины, России, Франции, Германии общались. Потом была встреча Макрона и Путина. И самое интересное, что вот по всем этим событиям, особенно по встрече Макрона и Путина, в Украине трактовка и, скажем так, выводы соответствующие... Из русских источников, не из французских. Даже причем, знаете, что самое опасное? Не ссылались они на российские источники, а именно те месседжи, нарративы, которые озвучивались в российских СМИ, они были озвучены в украинских, без ссылки. Ну, большая часть украинских журналистов, ну, знаете ж вы английский, французский язык, ну, зайдите вы за этой информацией не на РИА Новости, а на сайт Елисейского дворца и получите, возьмите пресс-релиз элементарно. Да сейчас даже Google перевод и возьмите, да, версию. Не интересуйтесь, не ищите русскоязычные тексты, там обратитесь, посмотрите, зайдите на сайт пресс-службы Меркель, возьмите там информацию, на сайт Белого дома, поищите Псаки, поищите ее комментарии и так далее. Что же вы берете, идете по пути наименьшего сопротивления? И таким образом они вот эти вот информационные вирусы российские заносят в наши СМИ, в наше медиаполе, а потом в наши мозги. А мы ж не проверяем, у нас же нет критичности мышления, мы ж не понимаем, насколько это опасно. Да, знаете, я уже себя приучил и всех зрителей вот к этому призываю. Как только ты видишь заголовок «Зрада», все пропало, нас все бросили, всем конец, все. Во-первых, действительно надо выдохнуть и посмотреть на это все. Во-первых, первая моя реакция – не верю. Вот это все лучше. Если, допустим, это правда в какой-то факт, я в этом убедюсь, да? Но лучше да, вот для безопасности сразу сказать «не верю». На всякий случай дверь поставить, потом посмотреть в глазок, присмотреться, сравнить и так далее. Но не впускать в себя первое вот этот вот, что тебя бьют по мозгам. Все пропало, чуваки. 100%. Вот да. У нас, понимаете, на уровне инстинкта должно вот в нашем обществе, ну хотя бы у журналистов, хотя бы у опинион-мейкеров, то есть те, которые формируют повестку дня, должно вот на уровне инстинктов сформироваться вот такое вот отношение. Как только начинают разводить эмоции, сразу предохранитель, щелчок, и у человека начинает срабатывать какие-то вот предохранительные механизмы, он начинает как-то сомневаться, проверять и так далее. Потому что всех сразу этому не научишь, но хотя бы вы вот эти вот гейткиперы, как их еще называют, ну научитесь вот этим вещам, то есть не инфицируйте дальше, не распространяйте, вы же как рупор разносите это дело. Все. А причем очень часто, то, о чем вы сказали, Александр, что проукраинские СМИ берут ленивый журналист, ленивый редактор, некомпетентный, просто ленивый. Берут из русских СМИ, они уже поняли, что ссылаться на русские СМИ не надо, но этим делают еще хуже, потому что они это подают как свое. Да. И люди говорят, да я вчера читал вот на украинском ресурсе, что ты мне тут рассказываешь? Да? А только забьешь слово и просто по хронологии идешь, источник, там, ВГТРК, там, РИА Новости, Спутник какой-нибудь. Вы что читаете? Спутник это пропаганда. А что, я не знал, что Спутник пропаганда, не знал. Ну вот и тут мы, знаете, с вами подошли еще к одному ключевому моменту всех вот этих вопросов, это фейк. То есть вот понимание, что такое фейк и как он работает. К сожалению, ну вот это слово, которое сейчас просто забило все эфиры, оно забило в мозги. Давайте четко терминологию. Вот скажите, что такое фейк? Что такое фейк? Ну, если переводить прямо с английского, это неправдивая информация. Но по факту, как для того, чтобы понимать, как работает механизм этого явления, как от него защищаться, нужно понять одну простую вещь. Фейк, по сути дела, в основе своей имеет реальную или правдивую информацию. Вот, смешивают правду. Которая либо что-то додается к ней, либо ориентиры смещаются и так далее. Ну вот простой пример, ну, к сожалению, визуально я не могу этого показать, но вот один из примеров, какой мы нашли с моим знакомым израильским журналистом. В одном из пабликов ВКонтакте пророссийских в Донецке в 2014 году появилась информация. 2 мужчины прикрывают ребенка, значит, и подписано, что это вот украинская артиллерия обстреливает Донецк, и 2 мужчины прикрыли мальчика, чтобы защитить от осколков. Фотографии всегда почти манипуляция. Очень да.
да. И точно такая же фотография буквально пару месяцев тому была в израильских СМИ и подписана Хеврон, значит, два Сгодится и тут сгодится, и там сгодится. Да. И вот это вот он мне присылает, показывает, говорит, вот я вот видел вот в это, и мы вот таким вот образом раскрыли. Ну, мы помним 2014 год, когда с Балканской войны фотографии, когда там даже какие-то там из Центральной Азии, Юго-Восточной Азии пытались какие-то фотоматериалы использовать, слава богу, не додумались из Недавно Африки. смешной пример был, этот, ну, такой немножко похожий на Киву депутат такой Российской Госдумы, этот как Валуев, Да. тоже такой статный мужчина, опубликовал поздравления то ли с 9 мая, то ли с чем-то, значит, своих соотечественников с Днем Победы. Ну, правда, нет, с Днем пограничника. Вот, но правда там украинский пограничник стоял. Да, ну да, ну это приколы, конечно. Но знаете, что я хотел обсудить еще? Вот все очень быстро устаревает. Вот, например, мы имели дело в 2014 году с реальными фейк-ньюсом. Прям кристально чистый фейк-ньюс. Вот распятый мальчик. Этого не было, это полностью придумали. Это какая-то дурная баба озвучила, которая сейчас где-то там в бараках под Воронежем никому не нужная. Ну вот, и пошло. Но это чистый фейк, который можно один раз опровергнуть и идти дальше. Так они сейчас хитрее работают. Сейчас время не столько чистых фейков, вот как вы сказали. Смешивают правду с неправдой. И для придания правдоподобности додают туда фейковые комментарии, тенденциозные комментарии. Собирают каких-то экспертов там, американских, он там бомж в Америке, или там водитель какой-нибудь, испанский диспетчер, да. И подают, потом наши цитируют, там, ну, то есть эта зараза уже идет в массы. То есть насколько сейчас, вот, мне кажется, это основная технология сейчас, вот фейковая обработка, фейковая подача, не столько сам источник, он может факты быть и тот же самый, но как его подать и как раскрыть, это вот самое сложное. И тут людям сложнее всего, потому что, ну, сказать, что мальчика распятого не было, это просто, да, выдохнул, пошел дальше. А вот когда тебя долбят фейковыми трактовками, вот это совсем сложно. Вот как отличить одно от другого? Есть признаки какие-то? Вы знаете, вот признак универсальный. Вот сколько мы не пробовали, сколько мы не проверяли, сколько мы исследований не проводили, эмоции. Если вас развели на эмоции... По себе всё. судить. Да. Если поднялась температура, значит, надо идти. Что-то не так с тобой. Потому что вы не будете более профессиональным экспертом, чем, скажем так, авиадиспетчер, чем специалистом под каким-то вопросом. Вы не сможете, особенно если вы не в теме, вы не сможете проверить. Если, допустим, вы специалист в этом вопросе, вы сможете проанализировать, принять какое-то решение, понять, что вас обдуривает. Но если там целый ряд вопросов, если вопросы, которые, скажем так, вот, в которых вы не разбираетесь, то тогда вот попробуйте оценить с точки зрения эмоций. Если это у вас вызывает сильные эмоции, уже подозрительно. Это не просто подозрительно, это 90%, что это говорит о наличии вируса в организме. Да. А это на самом деле, скажем, практически все пронизано. Кстати, это не только связано с информационной войной, это связано и с рекламой, то же самое. Реклама использует такие приемы. Конечно. Реклама на эмоциях вообще сильно работает. Я вам даже больше скажу, есть целая наука, целая дисциплина, называется нейромаркетинг, которая заточена под такие вещи. Вот мы в том числе эти вещи изучали и смотрели, как они используются в информационных войнах. Вот аналогичные маркетинговому ходу. Из коммерческой рекламы? С коммерческой, чтобы можно было экстраполировать и на новости. Хорошо. Вспомните, где-то буквально пару лет назад вот есть такой классный бренд, народный он называется бренд в Украине, «Киевская перепечка». Так. Как-то, значит, владельцы этой компании запустили в соцсетях такую вот рекламу с сексуальным контекстом. То есть в руках держится эта перепечка, а на заднем фоне девушка обнаженная. Ну, понятно, что это не полная порнография была, в разных соблазнительных позах и так далее. Это просто бомба была. Вынесла мозги, потому что, как говорил дедушка Фрейд, несколько есть основных мотиваций. Секс, власть и голод. И вот как раз две позиции оно затронуло. Это просто взрыв мозгов был. Да, секс и голод. Ударило по нашим 90, и как бы там шансов сопротивляться этому не было. Вот. И такие же вещи происходят. То есть, в принципе, вот это вот оружие информационное, оно не может быть там плохим или хорошим, потому что такими же технологиями можно и с благими целями работать. Вопрос в том, для чего вы это делаете, какие цели преследуете, что вы хотите в результате получить. Что тебе нужно сказать? Стоп, чувак, это всего лишь еда.
Да? Это вот да, всего лишь состоит да, из да, булки, да, обжаренной в масле, да, и там сосиска. да, да. И никаких сверхъестественных Да, вот да. как А бы... вы подумайте Да. негативные моменты, токсины, пережаренное масло. Вы видите картинку красивую глянцевую, но вы не чувствуете запаха горелого масла. А, кстати, знаете, ведь можно же сделать даже такой эксперимент провести, вот взять один какой-нибудь товар и сделать ему негативную рекламу, жуткую, что просто до тошноты будет, да, и такую, что ты захочешь даже сыто ее съесть, да, а вещь-то одна и та же. Вот вопрос подачи. Это про новости же то же самое. То же самое. Причем в рекламе используются в нейромаркетинге 4 основные направления. Это визуальный, это аудио, это запах и это вкус. И вот там существует масса разных инструментов, с помощью которых у вас просто нет шанса. Вот как только вы зашли в супермаркет, вы сразу оказываетесь под ударом. У вас нет шанса выйти из супермаркета и ничего не купить. Это может только если вы без денег туда зайдете. Так у вас абсолютно ни малейшего шанса нет. Вот. Это те же самые технологии, которые сегодня используются в информационном Ну да, раскладка товаров, раскладка новостей. товаров, подсветка, там, допустим, выкладка какие-то, цвет обертки, какие-то там бонусы, скидки, аудиореклама, звуки. То есть там практически это мультимедийное воздействие на человека, и у человека практически нет шансов. У психически здорового, адекватного человека нет ни малейших шансов сопротивляться вот такому воздействию. Причем вот на своем примере, вот сколько угодно можно примеру привести. Буквально, допустим, вот в плане пропаганды российской, года 3 назад я был неделю в Испании, и у меня не было альтернативных источников на телевидении, кроме как 2 российских канала, англоязычный, испанский и так далее. Ну и так получилось, что я неделю в качестве эксперимента смотрел российское телевидение. Каковы результаты? В конце недели я начал сомневаться, а не все ж так просто. Вот, не все так однозначно, это главное, чего они достигают. И все. Да. И когда я вот это понял, я понял, все, ребята, мне надо заканчивать с этим делом, с российским телевидением, иначе я приеду убежденным путинцем, и это будет страшно. То есть на самом деле это очень страшно. Практически все люди поддаются такой манипуляции рано или поздно. А теперь представьте, россиянам 20 лет выжигают мозги вот этой вот пропаганды. 40 ток-шоу в день на разных каналах. Абсолютно верно. Это страшный трафик. То есть там мозги выжгли просто до основания. Чтобы люди пришли в себя, 48 часов будет мало. То есть вот давайте из истории вспомним эффект от развала Советского Союза. К какому психологическому эффекту он привел? Депрессия, апатия, кто-то там кончал жизнь самоубийством и так далее, и так далее. Вот после развала путинской России, после окончания проекта путинской России, Россию ждет вот как раз именно такое же состояние, может быть даже пострашнее, потому что те информационные технологии, которые сейчас использует команда Путина, они на порядок страшнее и опаснее, чем те, которые использовались во времена Советского Союза. То есть, а если сравнить с нацистской Германией, нынешнее эффективнее? По результативности оно приблизительно одно и то же. Дело в том, что, скажем так, вот механизмы воздействия на человеческую психику, 90, 10 и прочие вещи, они такие же, как были 100, 200, 300, 1000 лет назад. По сути дела, информационная война началась тогда, когда человек начал говорить, передавать информацию. Говорят, распятый мальчик — это вообще англо-французская... Нет, это Первая мировая война. Где-то в Нидерландах. Да, вполне возможно. Да, дело в том, что и повешенных детей, распятых на столбе, использовала пропаганда во время Первой мировой войны. То есть все это было, все это уже было, просто подается, используются разные технологии и так далее. Вот вы правильно абсолютно отметили момент, скажем так, вот параллели России, современной путинской России и фашистской Германии в 30-х годах. Технологии использовались одни и те же. Давайте вспомним знаменитую фразу Геббельса: «Дайте мне средства массовой информации, я превращу в стадо свиней любую нацию». Да. Вот так он казалось и сделал. бы, немцы. Казалось бы, немцы. Опыт недавней войны, да, и литература, философия, что хочешь. А вы знаете, опыт как раз недавней войны, он и сыграл обратную штучку. Да, они на нем сыграли. Ущербность, желание реванша. Вот на этом Путин сыграл на первой чеченской. 100%. Путин сыграл на реванше по развалу Советского Союза. Это да, но конкретно была проигранная Первая чеченская война. Он взорвал еще несколько домов, он сделал чеченцев врагами, которым сочувствовали многие, да, перевернул абсолютно сознание. И дальше, и в принципе, вот то, что мы сейчас живем, мы абсолютно убеждены, что это продолжение той Второй чеченской войны. Вот и с Украиной тоже. Расчеловечивание технологий.
Да, идеально да, сработало. да, да. И вот представьте себе, вся вот эта масса технологий, весь вот этот негатив сваливается на украинцев, которые 20, ну сколько там, больше 20 лет жили, знаете, в таких тепличных условиях. То есть где-то война была, вот где-то там в Югославии, где-то там А тут Приднестровье. мирная жизнь, да, Да, ничего тут нет. мирная жизнь, мы с россиянами дружим, мы братья, у нас там много общего и так далее. То есть, и поэтому в 2014 году, вот мы когда анализируем, там вот с точки зрения там политологии, культурологии и так далее, мы говорим, что в 2014 году Украина, какой она была до этого 20 лет, перестала существовать, она умерла. Это ментально другая страна? Это другая страна. До 2014 года, даже так, до декабря 2013 года Украина, это была не просто Украина, а это была УССР. Майдан, Крым, аннексия Крыма, начало войны в Донбассе до Дебальцева. Это был период, когда мы потихонечку, ментальность, наша предыдущая ментальность потихонечку умирала и формировалась новая ментальность. Вот сегодня мы совершенно другие украинцы. Я еще вот тоже момент всегда подчеркиваю, в чем ошибка россиян была, скажем так, вот в плане войны с Украиной. Перед войной, за 2-3 года до начала этой войны, агрессии, они очень активно, я сейчас уже вспоминаю прошлые вещи, активно изучали, проводили социологические исследования, изучали украинское поле. Как украинцы реагируют на россиян, как они реагируют на Запад, то есть, чтобы потом вкинуть... Их обманула доброта украинцев? Нет, их обманули другие вещи. Дело в том, что, опять же, вот эти 90 и 10. Россияне изучили наши 10%, наше обыденное сознание, наши стереотипы, что Украина, Россия, друзья, в НАТО враги и так далее. То есть они изучали наше обыденное мышление, но они не углубились, не проводили глубинных исследований. А там, в середине, в глубине у нас сидят украинские архетипы, украинцы-воины, казак-мамай, Древняя Русь, Киевская Русь. И все вот эти вот архетипы, как только началось... Вот есть еще такой политологический принцип, как формируется нация. В основном нация формируется в результате возникновения внешней угрозы. Существует там на определенной территории аморфное население, которое ни с чем между собой особо не связано. Может, ссорится и связи. Ссорится, да. Но только появляется на их границах внешняя угроза, они объединяются, цементируются. Но это природная реакция. Появляется враг, нам надо сконцентрироваться, чтобы дать ему отпор. И вот в 2014 году появилась российская агрессия, захватили Крым, началась по Донбассу, началась внешняя агрессия. И вот те, которые себя воспринимали именно как граждане Украины, неважно, там российскомовные, украиномовные и так далее, они объединились и начали искать общий идеологический стержень, какие-то общие базовые вещи. Они у нас были. У нас Киевская Русь, у нас Запорожье, у нас Гетьманщина, у нас УНР, у нас УПА и прочие вещи. И вот это стало тем идеологическим стержнем. Давайте вспомним Добробаты 14 год. Какая была символика? Казацкая символика. В честь кого называют у нас сейчас бригады, батальоны? В честь исторических героев, в честь гетманов и так далее. То есть, скажем так, Россия в определенном плане, она убила Украину, Украинскую Советскую Социалистическую Республику, и фактически помогла нам создать, сформировать новую Украину, вот та, в которой мы сейчас Александр, живем. на каком этапе формирования, она все-таки продолжает формирование этой Украины новой? У нас достаточно людей, не определившихся, не понимающих вот то, о чем вы сейчас сказали, да? Насколько эти процессы, на ваш взгляд, научные, и статистические, и социологические, необратимы? То есть будет увеличиваться, уже отката не будет, будет только расти количество сторонников национальной вот этой идеи? Или как? Или есть еще вариант реванша? Значит, для того, чтобы понять, на какой мы стадии, и самое главное, понять, будет, не будет этот откат, мы должны понять, на какой мы стадии Вот, находимся. я спрашиваю. Любая нация в плане формирования ее как нации, формирования самосознания нации, формулирования национальной идеи, она проходит 3 этапа. Первый этап — это когда нация понимает, что ей нужна свобода и самостоятельность, то есть осознание необходимости. Второй этап — это когда нация понимает, что за свободу, за независимость нужно бороться и готова жертвовать, идти на войну, умирать. Это как первый Майдан и второй Майдан. Да, вот. ну сейчас мы к исторически привяжем. И третья стадия — это когда мы уже не просто там готовы умирать, а осознанно понимая, воспринимаем и понимаем, что мы ответственные за все то, что происходит, что мы должны делать ответственный выбор, выбирать
тех политиков, которые будут работать на нашу страну, на Украину, то есть ответственность, формирование ответственности. И вот, вот эти 3 этапа, мы сейчас прошли 2 этапа. Первое, мы четко себе понимаем, для чего нам нужна независимая Украина, для чего нам нужна свобода, демократия. Мы за это боролись практически всю историю Украины, начиная вот с Киевской Руси, потому что за что боролись казаки? За свободу, за независимость. Мы готовы, мы понимаем, и мы готовы умирать, мы готовы бороться. Мы узнали цену. Мы узнали цену, да. И раньше это было в нашей истории, и Майдан, и война в Донбассе. Вы посмотрите, 2014 год, в военкоматах были очереди. Народ рванул туда, и это был просто массовый подъем. То есть мы готовы к этому, мы готовы. И сейчас мы находимся на переходной от 2 к 3 стадии. То есть мы еще, скажем так, вот особенно там последние, предпоследние выборы, парламентские, президентские, они показали, что мы еще не всегда ответственно делаем выбор. Но мы уже поняли, насколько важен выбор, насколько важно правильно подобрать, не продаться за гречку, не продаться за какие-то там обещания и так далее. То есть осознанно нужно уметь делать осознанный выбор, правильный выбор, ответственный выбор и так далее. И вот это вот как бы 3 этапа, они оценивают зрелость наций. Вот мы сегодня находимся на Сколько времени подходе. займет последний этап? А вот это вот покажут следующие парламентские, президентские выборы и местные выборы. То есть за кого будут голосовать, на какие месседжи, на какие обещания будет вестись наш электорат. Вот это оно все покажет. Ну, и вот как только наша нация пересечет вот эту вот 3-ю стадию, зайдет на эту 3-ю стадию, можно будет говорить, что процессы уже необратимы. То есть, в принципе, мы уже прошли определенную точку бифуркации, после которой процесс необратим. Александр, есть один риск такой, вот как нам его избежать и как нам его компенсировать? Все-таки есть в обществе усталость. Да, да. От войны, от оккупации, от напоминания, что мы пережили унижение как страна целая в связи с оккупацией Крыма, в связи с потерей части восточных областей. Да? Есть же это. И человек, вот, по идее, это должно нас злить и мотивировать все время, да, на то, чтобы восстановить справедливость. Но есть и части общества, и усталость, которые говорят, да, бог с ним уже, с Донбассом, ну, потеряли, типа, и Крым, и потеряли там, давайте строить остальную страну. Вот, на мой взгляд, это мое личное мнение, что вот это давайте строить остальную страну, а это как вот так, да, это такая, это серьезная психологическая травма. Если вот с этим ментально согласиться, то бог его знает, что мы еще построим, вот и так бросив так вот. Ну, безусловно, такие вещи настораживают, но для нас важнее сейчас, чтобы мы не свернули с нашего цивилизационного выбора. Знаете, вот у нас сейчас должна сформироваться вот такая вот внутренняя уверенность, и она есть, в том, что есть враг, который находится с востока нашей страны, с которым нельзя идти на договоренности, с которым нельзя мириться, который должен заплатить за все то зло, которое он сделал для Украины. Вот, знаете, может быть, это немножечко, знаете, так будет неправильно такую фразу сказать, но вот сегодня у украинцев, у граждан Украины, которые действительно считают себя гражданами Украины, хотят жить в Украине, должно сформироваться вот ко всему российскому, особенно к информационному влиянию, такое же отношение, как у поляков к россиянам или как у литовцев к россиянам. Да, там трудно работать пропаганде русской. Да. Вот это будет нашим априори главным предохранителем. Да. Вот это вот. То есть это будет ментальный барьер, которые бы, как россияне не старались прорвать, они не прорвут. Потому что мы имеем сейчас, скажем, такой негативный скорее пример. Грузия прошла приблизительно вот те же самые проблемы, как и мы. Они потеряли значительную часть, 3-ю часть своих территорий. Они даже на вине, на бутылках вина пишут, что Россия 20% территории Грузии оккупирована. Так вот, скажем так, вот я общаюсь с моими коллегами, знакомыми из Грузии. Я был в Грузии перед нашей войной в 2013 году. И вот у них, после всего того, что они потеряли свои территории, после того, что погибли граждане Грузии, после того, что российская армия бомбила грузинские города, у них постепенно начинает возвращаться позитивное, нормальное отношение к россиянам. Да, вот они приходят, вот мы их вином угостим. Там и так далее. А я спрашиваю грузин, а вы видели хотя бы одного русского туриста, вот этого нормального, который пришел цветы возложить к памятнику погибшим солдатам, который вас спросил со слезами на глазах, что же мы тут наделали, расскажите, как вы это пережили? Нет.
Пьют, веселятся, ничего не было. Абсолютно. Я вам даже больше скажу. Вот я периодически отслеживаю какие-то там группы, паблики, там русскоговорящая Грузия и так далее в соцсетях. И вот периодически смотрю на дискуссии, и там возникают вопросы. Вот больше всего меня вот удивило вопрос. А где можно в Тбилиси получить высшее образование на русском языке? Оказывается, есть где. Вот как нам так не размякнуть? Как нам не дать себе смириться с временной, абсолютно точно временной оккупацией Крыма и Донбасса? Как нам продолжать оставаться в тонусе в общенациональном? Как нам не добиться того, чтобы... Ну, знаете, ну нельзя забыть о ребенка в заложниках. Вот для меня Донбасс и Крым это как дети твои. Но ты же не можешь сказать остальным детям, знаете, так живем дальше счастливо, вот у нас тут двое мучаются, ну, давайте вот так вот, тут все красивенько у нас. Как нам сохраниться вот в целостности ментальной хотя бы наперед, пока это физические разделения существуют? Ну, вы знаете, как минимум у нас лет на 50, на 60 есть иммунитет, потому что пока будут живы люди, которые воевали, пока будут живы люди, чьи родственники, отцы, деды, братья воевали, погибли, были ранены на этой войне, то есть пока будет память об этой войне, об этих событиях, скажем так, этот барьер будет. Ну, то в Грузии тоже же есть люди, которые погибали, были беженцы 200 тысяч. Но для такой маленькой страны там беженцев очень много из Абхазии, из Осетии, это так называемый Южный. Масштабы немножечко не те. У них война была 5 дней. Давайте вспомним. Тут, у да, нас конечно. все-таки больше, чем Но Вторая зато у них мировая война. оккупация дольше длится. Вот, и оккупация. Ну, И у них в этом плане немножечко мягче все эти Молдова, моменты. пожалуйста. Молдова. Практически смирились. Молдова. Дело в том, что Молдова, она до сих пор это не Молдова, это Молдавская они не перешли. социалистическая республика. Там настолько совок над всем давлеет. Вот мы там проводили исследования, с коллегами общались. Это вот советская социалистическая республика. А как такое? Вот один, практически тут без шуток, один народ румынский. Но это румынский язык, нет никакого молдавского языка, это румынский язык. Как вот один народ, и даже границы такой уже нет, как раньше. Вот, и настолько здесь совок. А там, где, казалось, был вообще там режим-то чужой, все забыли просто уже. Там был прям КНДР такая, КНДР была круче, чем в СССР. Почему? Там, где было более жестко, тоталитарно, они отпрыгнули от этого, а здесь они до сих пор за это цепляются многие. Объясню, все очень просто. Опять же, работают вот эти вот психологические схемы, информационное оружие. Здесь работает, есть такой нарратив ностальгии по СССР. Он очень хорошо сработал по Крыму, Вкусный по Донбассу. пломбир. Вкусный пломбир и прочие вещи. Гарантированная зарплата, здравоохранение, квартиры давали, квартплата была там 3% от зарплаты и так далее. И вот эти страны и нас долгое время держали в парадигме вот этой ностальгии по СССР, возвращение в СССР. А Россия себя позиционирует как наследника СССР и как страну, которая пытается возродить Советский Союз в рамках единого экономического пространства, в рамках таможенного союза, в рамках АДКБ и так далее. То есть вот один из ключевых месседжев, с которым пришел Путин, распад СССР — это величайшая трагедия 20 века. И вот они пытаются и так далее. Вот знаете, для меня в свое время было немножечко шоком, а потом, когда я вникся в материал, я понял. Когда наши силовики отлавливают всех вот этих вот там наводчиков, диверсантов, ДНРовских, ЛНРовских, которые проходят на нашу территорию, их ловят, ну, сначала с них допрос снимают, а потом с ними работают психологи, чтобы там понять мотивацию, там пообщаться и так далее. Так вот, когда общаются психологи на этом уровне и задают вопрос, вот почему ты пошел, ты же видишь, там разруха полностью, развал, война и так далее, тут Украина тихо, спокойно, практически все в один голос говорят: я хочу жить как в СССР. А там это СССР. ДНР, ЛНР — это СССР. Там пропаганда такая же, там же те же самые нарративы, та же пионерия, там же та же комсомол, те же цели, задачи и так далее. То есть они дают такой суррогат СССР. И тут срабатывает архетип Золотого века. Никто уже не помнит ГУЛАГ, никто не помнит там все вот эти зажимы и так далее. Все помнят пломбир, все помнят гарантированные какие-то вещи, все помнят майские демонстрации, все помнят, особенно родители и дедушки, бабушки рассказывают, как хорошо было, как у них все это было гарантировано, вот, и так далее. То есть начинает срабатывать чисто такие психологические моменты. Людей, там, допустим, моего поколения на ностальгию подсаживает, моих родителей на ностальгию подсаживает, а наших детей уже подсаживают на какие-то интересные, классные
классные, яркие фишки. Вот недаром российская пропаганда одевает таких, знаете, полуодетых, полуголых девиц там в пионерские галстуки, в красные пилотки, символика. Вот тут срабатывают вот эти нейрокоммуникационные механизмы. Цвет, красный цвет, яркий цвет агрессии, эмоции, цвет секса, цвет радости, георгиевская ленточка, фразы ключевые «деды воевали». Вот это все те вещи, которые бьют вот в наше подсознание и заставляют людей, скажем так, вот на эти вещи подсаживаться. Скажу даже больше. В России сейчас российская пропаганда работает по нескольким ключевым нарративам. Вот, допустим, против Украины, Беларуси и по всей территории России работает идея трех братских славянских народов. Ну, мы же славяне, мы же братья, что нам делиться? Давайте мягко говоря, не новая идея. Да, она еще с тех времен. По бывшим республикам Советского Союза, которые не славянские, там по Прибалтике, допустим, по Средней Азии, по Кавказу, они бьют нарративом ностальгии по СССР. Потому что там, ну, в балтийских странах более-менее нормально, Ну, а вот да. Средняя Азия, где Кавказ, экономически хуже. а там хуже, да, им говорят, а при Советском Союзе было классно, а давайте восстановим Советский Союз. Да, мы его не можем восстановить, как он был, но мы можем воссоздать вот в рамках вот этих вот проектов и так далее, и так далее. Вот все очень просто. Все очень логично. Вот сама концепция русского мира, она гибридная по своей основе. Она такая гибкая, она подстраивается под любые обстоятельства. Знаете, для меня самым большим вот, таким шоком поначалу было это то, что Россия сегодня на всех подконтрольных территориях, вот, разных геополитических площадках в мире использует в том числе нарратив победобесия. В Сирии люди ходят с ленточками георгиевскими. Как? Объясните мне, каким образом Где Сирия... ваши деды воевали? Да, где ваши деды воевали с англичанами, с Израилем воевали, там, между собой воевали, там, с христианами, в конце концов, Византию брали. Ну, при чем тут, ну, что вам до 9 мая? Вот. И вот это вот оно в комплексе работает. То есть изучается поле, подбираются нарративы, максимально используются все возможности технологий, подкуп. Вот это вот как раз вот это вот и есть гибридный мир, мир гибридных технологий. Слава Богу, что Украина более-менее вырвалась из этих объятий для того, чтобы мы поняли, мы, скажем так, осознали всю эту опасность, если не на сознательном, то на подсознательном уровне. И, ну, как минимум, ближайшие там, лет 50-60 ликвидация каналов медведчуковских — это огромный плюс? В короткой перспективе — да, но в дальней перспективе мы должны выбрать немножечко другую стратегию. А вот знаете, когда мне задают вопрос, как нам сегодня бороться с российской пропагандой, как нам выстраивать нашу национальную информационную стратегию, я всегда говорю, что да, на короткой перспективе, там на 2-3 года, до окончания острой фазы противостояния с Россией, да, нам надо закрывать, бороться с телеграм-каналами и так далее. Но в перспективе мы должны создавать условия для того, чтобы, скажем так, вот не было такой агрессии. Что это нужно? Нам нужно создавать альтернативные источники информации. Нам нужно свое. Нам нужно создавать контенты разные, фабрики контента, стимулировать инициативу разных небольших больше своего Ютуба, своих продакшенов, своих смыслов, всего да. То есть мы сами должны производить свой национальный стратегический нарратив, национальный стратегический контент. И когда будет большой рынок свободных СМИ, когда человек сможет проверить любую информацию. Он не будет питаться суррогатами. Да. А сейчас мы просто зажаты в этих всех вещах. Александр, спасибо большое. Невероятно интересный эфир. Вот я, как и предполагал. Вот. Спасибо, что пришли. Еще будем к вам обращаться как к эксперту, потому что разбирать какие-то конкретные кейсы. Это очень важно. И наши зрители телеканала ЭТР, они очень такие политизированные, очень разбирающиеся. На самом деле у нас тут, в общем, профанов никаких нет. Но даже людям, которые понимают, что такое русская пропаганда, даже вот мне, который человек и знает уже, казалось бы, это журналистику и пропагандистские приемы, хорошо, для меня было очень много интересного. Но зрителям хочу выразить благодарность за поддержку канала ЭТР, в том числе через Patreon, через другие какие-то возможности. Вы помогаете нам жить, работать, вещать. И смотрите АТР. До новых встреч в эфире. Израиль
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Русия тургунлашманы тоқтатып, Қырым ве Украина шарқындан деф олмалы. Бұл вақытта Америка Бірлескен Девлетлері, Бүйік Британия, Франкистан, Алмания, Италия, Канада ве Япония лидерлерінің ең құбетлі еді мемлекет саммитінде қабыл етілген умumi бейанатта айтылы. Саммит үш күн девамында Британияның Карбис бай курортында кечірілді. Русия ве Қытай режимлерінден демократия қиметлері қорчаланмаса қанда айттылар. Америка президенті Джо Байден есе Америка өз еріне қайтмақта деді. Я вважаю, що ми в суперництві не з Китаєм як таким, а з автократичними режимами по всьому світу. Я не шукаю конфлікту. Там, де ми співпрацюємо, ми і далі співпрацюватимемо. Але там, де є незгода, я прямо про це заявлятиму. І ми реагуватимемо на неприпустимі дії. Саммитте COVID-19 хасталығына қаршы дүния вакцинациясы кампаниясы аққында да айтылды. Мемлекет лидерлері келешек жылының сонына қадар Бұқари мемлекетлерге 1 миллиард вакцина дозасыны айырмаға ишандырды. Я попросив колег допомогти у підготовці необхідних нам доз, щоб вакцинувати весь світ до кінця 2022 року. Я дуже радий повідомити, що лідери цими вихідними пообіцяли більше 1 мільярда доз безпосередньо або опосередковано через ініціативу COVAX. Включно зі 100 мільйонами доз від Великої Британії для бідніших країн, що є великим кроком у вакцинації світу. Қаза йыллығы еді ел евелсі Русия işgalчілері зенит ракета комплексіні қолланып Луганск авалиманына қонажа қолған Ил-76 ұшағыны ұрып түшірді. Ұшақ авалиманны имайы еткен аскерлерге ашайет ве сила едеклеріні кетіреді. Нәтижеде ұшақта олған 49 Украин десант аскері де елак олды. Таққачылар қазада уақытта Украина арби құбетлер баш штабының ел башысы генерал Виктор Назаров қабатлы деген еді. Санкедерсін 30-ақ олғанны біле-біле операцияны ләғу етмеген. Махкеме оны қабатлы олырақтанып, 7 жыллық қапыс мұддетіні белгілеген еді. Юқары махкеме есе генерал Назаровны ақылады, чүнки ұшақ планлаштырылған теракт нәтижесінде ұрып түшірілген. Бүгін есе ләк олған Р-1 арбины Мудафа Назирлігінен азбарында кешірілген хатырат етбірде аңдылар. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям. Күндері девамында işgalчилер артиллерия тертибатлары ile Украина арбилері позицияларына үжім еткен. Атышулар азақ денізінден işgal етілген Луганскқа қадар қайды тілген. Луганск живарында işgalчилерінің Арлан 3М пилотсыз ұчыжы әлеті жебе сызығына кечежек олған, ама оны Украина мәйжілері ұрып түсірген. Түнебін дұшман аскерлері Луганск yönelişindeki Новотошкевск живарында Украина арбилері позицияларына атешке тұтқан. Украина мәйжілері қаршы атеш açып провокацияларны тоқтатқан. Бүгін Сабадан да işgalчилер атеш-кес режиміні бозып етіштірген. Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Кечкен күн девамында Украина қытасында 420 яңы коронавирус хастасы таздықланды. Сонки 12 ай девамында бұл ең алчақ көстергіштір. 3000-ден зияде эвел хасталанған кіші түзелген. 30 кіші чин вирус ақыбетлеріні еңіп оламаған. Сағлық нәзірлігінде қайдеткенлеріне көре кечкен авто девамында 240 000 инсан ашлама яптырды. Вакцинаның ilk дозасына 1 241 000 Украина сакені яптырған.
Ишғал етілген Қырымда есе коронавирус хасталарынан сайысы артқанны қайдетілер. Ишғалжылерінің сағлық назірлігі хабер еткенне көре чин вирусы кечкен күндевамында 171 инсанда белгіленген. Бұл кечкен сене күзде олған көстергічлер севиесідір. Да дөрткіші ярмадыда коронавирус хасталығы ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Винница сакинлері Қырымдан көчкенлер Тимур Абдуллаевке қол тұтмақ үшін топлашты. Винницаның Сема юзы қараманлары мейданында эпсі Қырым татар мабуслеріні аңдылар. Бұл сырада Ақмежетте тұтылып, ұйдырылған терроризм давасы мабуслері. 16,5 елға махкүм етілген Абдуллаевны ишғалжелер 1 елдан зияде Башқұртастан түрмесінің жаза изоляторында тұтты. Тимур режим қайделеріні боза деп, оңа бірі-бірі артындан жаза изоляторында тұтылуыны девам еттірділер. Тек кеченлері оны ШИЗОдан түрме блокына кечірділер. Акция тешкілятчылары Винница сакинлеріне язылы шиярлар ве сияси мабуслер азат олынуынан темсалі олған Қырым ярмадасының харитасы ве ұзылген зынжырларнен нишанчықлар тарқатты. Бұнен бәрібер мабусының анасы Дилер Абдуллаева оғлы тұтылған шарайтлер аққанда язған мектуплерін оқыдылар. Когда адвокат прибыл в лагерь, ему стало известно, что Тимура в таком состоянии выдворили в ШИЗО. За то, что он с температурой в 40 градусов в неположенное время лежал в постели. Позже Тимур мне рассказал, что его больного, слабого и с удушающим кашлем и температурой, когда он не мог подняться зимой в снег под конвоем, поволокли в карцер ШИЗО, который находится в подвале. Мы находимся западнее Ханского дворца. Қырым татар халқына айыт мирас йоқ етілмесі девам ете. Ишғалжелер Хансара янындаки Чуруксу зеннан ятағыны қазы башлады. Кенеде археологлар иле аңлашмастан. Бұны құрылтай делегаты Эдем Дудаков хабер етті. Қазма ишлері девамында ханлық заманындан қалған тереме девара шыққан. Шымды есе чевре четте қадеми заманлардан қалған ташлар. Бұндан сон қазма ишлеріні вақтын же тоқтатып, деварның айры-айры қысымларына бірізен тіле қапатқан. Идет, мне кажется, просто банальное освоение денег. Деньги сыпятся с бюджета, и фирмы вместе с заказчиками быстрее просто их осваивают. В России, как и в Советском Союзе, главное освоение средств, а не результат работы. Вот такие проблемы, они возникают всегда постфактум. То есть сначала они делают, затем натыкаются на эту проблему, когда уже выполнили огромное количество работ без археологических исследований. И вот останавливают потом работы под возмущение общественности. Я думаю, что нужно подключаться, нужно подключать общественность и быстрее реагировать, пока они там не натворили гораздо больше вреда, потому что главное, что сейчас для нас это сохранение культурного наследия. Вы скрываете с места совершения. Какого? Кто навершал? Қарма қатып балық тұтмаға істеді. Нәтижеде ұқы қорыжыларына нишанна тұшты. Кефе ялысында ерлі балықчына Русия арбюр басында олған селялы инсанлар санки дерсің балықчылық қайделеріні боза деп сарып алды. Ама балықчыда тұтылған балық тапылмаса да селялы инсанларының бірі селя доғыртты, екіншісі есе көпекнен тұрайды. Санки дерсің балықчы қармақны ташлап қачажа қолған. Балықчы қайдеткенне көре тек қармақыны атқан бір балық біре тұтып етіштірмеген селялы инсан оны евіне қадар селянин узгарап кетті. Ты за уточку стрелять будешь? Ты что, гонишь, что ли? Оно еще не доказано. Халық четте қалмады. Ратлық күнлері онлар же Қырым татарлары Киев жыварында июннің 11-іне кечер кечесі атешке оғыраған ескі Қырым қавиханесінде атеш қалдырған ақыбетлеріні темізлемек үшін ананеви талақаға топлашты. Біревлер янған ағачларны вет демір конструкцияларны боза дигерлері есенді керегі олмаған диварларны ета.
Ertesi sabah bütün cemaatimiz Kiev'den toplanıp elbette ki bu ağır vakitte kol tutmaya geldi. Gerçekten böyle birlik, böyle yürek kotergen bir şeydir. Çünkü bunda uzak topraklarımızdan yerde bile birliğimiz kuvvetli, yaxşı olsa vatanımıza kaytkanda da o birlikten vatanımızın gerçekten yanıdan kurmaya çaremiz ve niyetimiz vardır. Yağan güçlü yağmur bile işler keçirilmesine keder etmedi. Tek uylelik bir teneffüs yapmak için sebepçi oldu. Собрались, разгребли, я надеюсь, не все, но многое. Вот. И сейчас вот обедаем. Talakaga birçok kadınlar da geldi. Ular ateşten zarar görmegen savut sabana yuvup temizlemege yardım etti. Kavihane sahibi Alemdar Bilalov ateş akıbetlerinden kurešmek için talakaga o kadar insan kelgenini korup hayretте kaldım dey. Çünkü çoğu soňa hatta belli olmagan insanlar. Позади меня люди, которых также я всех не знаю. Но сегодня они с самого утра приехали, несмотря ни на дождь, который прошел очень сильный. Они приехали и сейчас помогают разбирать эти все завалы. Я искренне благодарен всем. Огромное вам спасибо. Çok sağ olunuz. Talakaga meclis yol başçılığında meclis azalары da kelip zarar көрген kavihane sahiplerine kol tutup sözlerini aytты. İşte daha nasıl biz burada yardımcı olabiliriz bunun etrafında daha çalışacak. Söylediğim hepsinin maksadı o ki kimin böyle şahsinin bir kişinin böyle başına böyle zorluklar geldiği vakit milletimiz her vakit birleşsin ve böyle de birbirine yardımcı olganını yardımcı olsun. Ateş tahtadan yasalgan bir sıra koşuklarını ve aşhaneni yok etti. Yanında olgan tükenlarga da birçok zarar getirdi. Yangıcılar kıskadan kapalma dep ilk versiyani aytmakta, ama kavihane sahipleri buna inanmay. Kırımdaki işgalcilerden bile bir tenbiyelev kibide koreler. То дело, которое мы делаем, оно правильное. В нем есть хайр. Это благо. Это больше, чем для меня теперь это гостевой двор из Кахарам больше, чем просто гостевой двор. И я понимаю, что все гости наши, которые нас поддерживают, наверное, это стали моими братьями и сестрами. Kavihane sahipleri inşaat işlerini biraz bitirip iyunun 18'inde Cuma günü eski Kırım kapılarını musafirler için açmağa işandıra. Şevket Amatulayev, Seytumer, Zaman, ATR. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Kırım Tatar sanatı birçok milletlerini de celpetse. Başçısırada yaşayan Yulia Tulupova Kırım nağışının temelinin uğraşmakta. Kırım Tatar sanatı inkişaf etmesi için o öz hisseni koşan. Yulia Tulupova Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin sanat bölümünün mezunu. Okul zamanında o birçok hünerlerini menimsegen. Evini keramit işleri yaraştıran. Talebe olganda 4 yıl devamında Yulia esas naqışçılık zanaatının beraber abiskar olup keramitnen de uğraştı. Привлек
увлек этим делом Физи Белялович. И он как бы мне просто предложил, говорит, вот попробуй. Я один раз пришла, сделала один горшочек, ему понравилась моя усидчивость, и он как бы говорит, вот если терпение есть, то и глина в руках как бы пойдет. И вот потихоньку там первые вот эти вот мои работы, серия кальянов декоративных у меня была, один остался потом. Нағышнен Юлия балалықтан уграша еді. Шымды исе о мутихасыз токуючы ве нағышчы. Я заканчивала направление художественная вышивка от качества. И так совершенно случайно еще тогда мой преподаватель Заирова Физия Рустемовна предложила поучаствовать в выставке у Мамутага. Вот первая выставка «Крымский стиль» была, по-моему, в 2006 году. И говорит, попробуй выше, говорит, один маленький кисет. И буквально вот на эту выставку вот такой вот кисет я вышла, принесла, увидела все это богатство крымско-татарского орнамента. Я тогда с ним вообще никак не сталкивалась. Меня до такой степени это все поразило, и колорит, и орнамент, и столько там было представлено разнообразие именно декоративных вещей различных. И вот с этого потихоньку уже начала заниматься исключительно вот в крымско-татарском направлении. Чепуринанын дерслеги ярдымынен Юлия татар ишлеме нағышының эсас текиш усларыны угренді. Алтын ептен ғайыры нағышта ачық түслі еплер құланыла. Сырт басмалар сырасында да чоқ памуқ ве кетен құланыла. Мараманын уджуна Юлия азыр ояны тіктере. Готовое полотенце, уже ткань продается с кисточками совсем. В Турции тоже мы покупали. Здесь остается только выполнить сам орнамент, и все. Прощает работу. Вот. На Львов готовила декоративное полотенце такое. Это старинный орнамент, просто я его как бы сделала копию. Раньше такое вышивали мальчику на обряд обрезания. Вот эти вот петухи, они как бы символизировали. Здесь вот как капля крови. И нож, который обрезает, изображен. Удивительно. А скажите, вот то, чем оно вышито, это какая-то металлическая специальная нить, это да? Металлическая площенная нить, и под нее идет специальная иголка с двумя ушками, не острая. Обычной иглой, конечно, такое не вышьешь. Еще я помню, у вас на одной выставке была представлена работа, которая уже для более взрослой женщины. Ну, я ее с этой стороны как-то не воспринимала. Ну, мне сказали, что это для взрослой женщины больше подходит. Но здесь я вижу вот символ, опять-таки, гвоздики, да, граната. Гвоздика — это вообще как бы символ уже взрослой, престарелой даже женщины. Да? А гранат — это как символ достатка, пожелания, благополучия, как бы вот, чтобы в доме все было. И вот маленькие розочки, да, это уже символ молодых девушек, молодого поколения. Сколько у вас ушло времени на то, чтобы вышить это? Ну, в среднем на одну марама уходит где-то около 2 месяцев. Это если каждый день целенаправленно заниматься только этим? Да. Ну, все, конечно,